Ну, поедем со мной, ну, поехали в край забытого детского сна. Белка ждет с золотыми орехами, Белоснежка глядит из окна. Забредем в глушь лесную, пахучую, Забредем в предрассветный туман, И с дружком или просто с попутчиком Будем петь про любовь и обман. «Я последний романтик на этой земле», называл себя бард Юрий Кукин, очень популярный в свое время. Эту песню он посвятил дочери Кате, а лирический и в то же время такой брутальный сюжет этой песни навеяли Кукину его геологические экспедиции в Горную Шурию, на Камчатку, Дальний Восток, Пальмир в 60-е годы прошлого века. Геолога Олега Щербакова с полным правом можно причислить к летучему племени романтиков. Первое ощущение. Моим отцом он стал, когда мне было 5 лет, и я очень хорошо помню этот момент, когда мама подвела его ко мне, это было среди родственников, это было на квартире. До 5 лет, до этого возраста, я росла у бабушки в Саратове. И вот туда мама привезла отца и подвела и сказала: вот тебе второй папа. И с тех пор у меня было папы 2. Я знала, что у меня есть родной отец, который живет в Санкт-Петербурге. Он тоже геолог, и он приезжал на полевые сезоны в Якутию, и каждый раз заходил к нам с какими-то подарками. То есть я его никогда не забывала, я его помнила. Но воспитывал меня Олег Игоревич, которого я с 5 лет называла отцом. И первое ощущение было, вот дети же энергетически чувствуют на ощущениях, что это очень добрый человек. Вот эта доброта от него биополем во все стороны расходилась, и это чувствовалось, что это очень добрый человек. Ну и беззащитный, как это ни странно, да, ранимый очень. При внешней такой иногда суровости и строгости. И я чувствовала всегда, что он меня любит. Было такое сообщество людей, профессионалов, которые, значит, вот создали сейчас вот этот потенциал республики, да, которая, значит, сейчас открывает, значит, поставляет нефть, газ, алмазы, золото, что хочешь, олово. Вот. И в этой армии, в общем, легко было затеряться. Вот. Но мы работали не где-нибудь, мы работали в Центральной геологосъемочной экспедиции. Центральной, в Якутске. И вот, значит, в этой работе в поле и там в камеральных условиях, там в городе, выковывались такие, значит, крупные личности, очень интересные. Вот Олег Игоревич – это вот типичный представитель этой школы тружеников, таких, которых, ну, когда стали не нужны, их распустили, разогнали практически. Вот. Громадное количество. Сейчас геологов 1500 человек в республике. 1500. Их не видно и не слышно. И вот это лицо. Олег Игоревич, это было лицо, это типичный представитель, лицо вот этой профессии, ходока, собирателя материалов, создателя вот этих национальных богатств. Что их вообще характеризовало, вот таких профессионалов, как вы задаете вопрос? Ну, во-первых, скромность. Они нигде не вылазили, они, значит, просто трудились. Вот самозабвенно трудиться, без этого было нельзя. Никаких выступлений, никаких общественных, таких в защиту своей там собственности и чего. Скромность, что давали, то и поедал, все. Ни больше, ни меньше. Ни за должностями они не гнались, потому что в поле выковывается такой характер, когда мера человека, она видна, вот ценность, она видна от и до. Если ты съел лишний кусок, ты обидел товарища. Там оставались только такие, которые никогда ни лишнего не возьмут. Честные, безусловно, преданные делу, абсолютно честные люди. Геология – это многоотраслевая отрасль. Да, там и наука, и производство. И в самой геологии
специальности масса. Вот Олег Игоревич обладал вот тем самым свойством нормального настоящего геолога – это универсальность. Универсальность, но умение глубоко погружаться в те темы, в те работы, в которых он занимался. По своей деятельности первоначально и изначально он занимался геологосъемкой. Геологосъемочная работа – это вообще, в принципе, основа геологии. Это то, на чем жизнится в дальнейшем все наши поисковые работы, разведочные работы. Я иной раз сравниваю геологосъемочные работы как, ну, чтобы понятно было, массовому товарищу, это как составление атласа анатомии человека. И только после, когда уже атлас есть, тоже хирурги, врачи, там, туда-сюда не могут какие-то точки изучать, что-то знать. Но основа, база – это вот именно то, что есть. Вот мы сейчас сидим здесь на Кальвице, 24, вот те здания исторические, здания деревянные, центральная геологосъемочная экспедиция. Олег Игоревич, вот сколько себя я помню, он занимался этим своим делом, я ему разговаривал, как писец, который там где-то вот сидит и пишет летопись. Вот этот момент такого серьезного погружения надо отметить абсолютно точно. Я иной раз, когда к нему заходил, у него быт даже в камералке был совершенно такой полевой. То есть там не было, чтобы все было четко по полочкам. Там были рабочие материалы, там были его там записи, дневники, различные виды карты. Тоже непременно была его любимая собака, с которой сколько не боролись здесь в экспедиции, что ну не положено вроде бы, чтобы пес там у вас был. Собаку, да. Но псы любили, псы любят хороших людей, поэтому псы любили и Олега Игоревича. И он, когда уже подходил на работу, они встречали его здесь, и прямо с ним туда. Да. Так еще и не одна собака, да? И не одна. Вот это, но у него была такая особенность, что я когда в 97 году был назначен на должность главного геолога экспедиции, как все молодые администраторы, значит, надо за дисциплиной. Меня сразу предупредили, что, Александр Николаевич, к Олегу Игоревичу, пожалуйста, особое отношение. Он утром на работу не ходит. Он на работу утром все время опаздывает. Он будет на работу приходить часиков в 10, может быть, в 11. Уходить, может быть, тоже будет в 10-11, но вечера. Поэтому его такой вот режим, который, видимо, выработанный годами, чем я удивился, я полез опять в личное дело. В личном деле я нашел его рапорт 60-х годов, где он просит установить ему режим рабочего времени вот именно такой вот, со сдвигом, чтобы не раньскую, а вот немножко позже, потому что, как он пишет, особенности моего здоровья не позволяют. Да. Вот. Вот это вот есть такое дело. А вот сейчас, Александр Николаевич, сейчас не хватает таких людей, да? Дело не в том, что не хватает. Дело в том, что их вообще нет. Это вот та самая кровь и плоть любой экспедиции. Ведь надо сказать, что Олег Игоревич, он до совершенно зрелого возраста ходил в поле. Он ходил в поле, когда ему было уже 70 лет. И я никогда не противился и не противлюсь этому по одной простой причине. Только одно присутствие геолога опытного, который знает весь цикл работ на объекте, только одно его нахождение в поле, оно просто у молодых вырастают крылья. То есть они знают, что вот на этого человека, на эту опору, как на болоте идешь, знаешь, что если на плохую кочку встал, провалишься все. А здесь все время плотно. Он все время, уровень знаний Олега Игоревича был такой, что он на все имел свое суждение и четкое, такое, я бы сказал, профессорское отношение к этому делу.
отличие от нас, он интеллигент. Он не конфликтный, абсолютно. Не знаю почему, но, скорее всего, это семейное воспитание. Я знаю, что отец его был большим тоже ученым, организовал ботанический сад, но он с гордостью показывал, ну, честно говоря. И как человек он не очень открытый, но к нему надо подойти как-то. Поле знаешь о человеке полностью. Кто он такой, какой он из себя, ну, на что он способен. У него собака знаменитая, цыган, огромная. Лайка. Лайка. Но эта Лайка стала не охотничьей, а другом Щербакова. Таком вы не представляете, что такой бывает. Всегда он ходил с ним, ну как друг, как человек. Он понимал его полуслова. И он вообще-то любитель животных. Всегда и на работе всегда. Вот тогда еще наши экспедиции держали собак, охранники. Они его знали. Как он придет к нему, он их кормил, гладил, ну, как относился как к людям. Они ему платили, видимо, да. той же монетой. Его к ним в кабинет заходят, они лежат. В кабинете прямо? В кабинете он их кормил, такие ласковые слова говорил, хорошие. И не всех пускали туда, эти собаки. Только за разрешение Олега Юрьевича можешь ты зайти туда. Ну, если часто заходишь, они тебя не трогают. А потом, кто нечастый гость, тех не пускали. Только за разрешение. Они его охраняли лучше, чем Путина, скорее всего, думаю. Мы с удовольствием всегда слушали. Он Акуджаву, Галича исполнял. Очень был компанейский. Но без такого, без упорного, без лидерства, но душа компании. Оригинальный до уникальности, да. Его вообще вот эта поразительная скромность и в то же время достоинство. И иногда же мы по горячке, поводы-то в жизни нашей были и спорить, и на разные темы, и все такое. Ну, это же нормально. Да, это нормально, но в разной степени все-таки и покричим там, и поспорим. Тоже нормально. Да. Никогда не перебьет никого. Он слушал, просто удивительно. Он всех слушает, иногда как резюме скажет свое мнение, и все с этим считались. Для меня это было вообще, я сам заводной, ну, с такими с приятелями иногда и поспорим по конкретным случаям, по политике, там все. С Аликом ни разу в жизни вот спора никогда. Это за столько лет, я вот сейчас вспоминаю. Я 20 лет на пенсии, ну, он работал дольше всех, это уникальный случай. Он буквально где-то год назад только вышел на пенсию, или 1,5 года. Все, и в поле выезжал. Он мастер на все руки, он часы, пожалуйста, он мне всю жизнь часы чинил, и машину помогал, и у него своя машина всегда, это тоже папа его воспитал, они при машине выросли. Из памяти не уходит, не уходит. Вот я буквально, песенка у нас такая была, она не наша, но мы ее вспоминали часто. Вот. Видишь тот дом, там не гасят огня, там друзья меня ждут, ни больным, ни отпетым. Ну подожди, как же им без меня? Надо же думать об этом. Вся жизнь прошла, так что от воспоминаний никуда не денешься. И он для меня, ну вот я знаю, что его нету. Прихожу, поговорим. Вот прошло. Вы с ним разговариваете? Да.
где роса улыбается с листьев, солнцу свой распевая мотив, где стареют мужчины без писем и подолгу молчат, получив нервный гул городского движения, рев турбин над его головой. Нам шмеля заменяет гудение на машины стекле ветровом. Он воспитывал своим примером, ни нравоучениями, ни какими-то нотациями. Этого не было вообще. Но его отношение к жизни и даже его интересы, они очень повлияли на выбор моей профессии, например. Он рассматривал поступление и выбор профессии как выбор судьбы, чем ты будешь в жизни дальше заниматься, кем ты станешь. И он советовал обратить внимание на те профессии, которые могут быть нужны стране через 5 и через 10, и 5-8 лет. То есть вот такие стратегические мысли, да? Да, то есть высокая гражданственность и гражданская ответственность, она у него была всегда. И отношению к делу, вот, очень ответственному отношению к делу он меня учил, ну и какими-то фразами, и своим отношением. То есть вот в основном все воспитание было примером. А потом уже в педагогической литературе, конечно, я неоднократно читала о том, что только так на самом деле и можно воспитать. Что вы выбрали-то? Что вы выбрали? Какую профессию? Значит, меня интересовала очень медицина, но в то же время интерес к физике отец у меня смог привить. Он сам очень любил физику, и у нас очень много книг было по физике, он мне подсовывал почитать, он помогал мне разбирать сложные задачи. Он был абсолютно самодостаточный человек. У него были принципы жесткие, достаточно по отношению к себе. Вот. И он не очень обращал внимание там на так сказать, общественную ситуацию, там обсуждение, все. Он глубоко знал предмет, он очень хорошо работал, и ему было достаточно того, что он думал о себе. Он никогда не искал никаких там. Вот. Ему было достаточно. Он был самодостаточный человек. Вот Кант, по-моему, сказал в свое время: я не знаю двух чудес, двух более там великих чудес в мире, как звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Да. Вот он жил по нравственному закону внутри нас, внутри него самого. Он все доводил до совершенства. И это тоже был очень большой воспитательный момент. То есть вот мой перфекционизм, который потом, как выяснилось, тоже во всем присутствует, он от отца. Ну, у мамы другой был подход. Маме хотелось иногда быстро и получить результат. Вот да. Я тоже такая. А у отца был совсем другой подход. Он говорил: ну не надо тогда браться, если нет возможности сделать хорошо. А он делал всегда не просто хорошо, а отлично. Если мама просила повесить полку там, для книг или сушилку для посуды, то это было всегда сделано с такой надежностью, что можно было просто повиснуть самому на этом, подтягиваться на этой сушилке, пока сушилка не прогнется, но она не оторвется. То есть всегда с запасом прочности. Все, что делалось, оно все делалось очень надежно. Если он взялся в юности научиться играть на гитаре, то он освоил в совершенстве и виртуозно подбирал и классические произведения, не только бардовские, которые на слух воспринимал, подбирал и прекрасно исполнял. Если он брался фотографировать, научился фотографировать, это еще в детстве. К фотографированию тягу его старший брат ему привил, то и искусство фотографии он осваивал тоже досконально,
очень много книг профессиональных прочитал, и профессиональное оборудование было, увеличители, все эти бачки, растворители, закрепители, все это было качественное, профессиональное, и подход был очень серьезный ко всему. Ну и вот этому он учил и меня, и племянников пытался научить. Но то же самое вот и с парашютизмом. Да? Я знаю, что если он укладывал парашют, то все были уверены, что можно не проверять, это было надежно на 100%. И себе, и другому поможет, и всегда это все сделает. Ну и коллеги его, кто с ним в поля ходили, то же самое рассказывали, что если Щербаков готовит, то это будет качественно, вкусно. И очень вкусно. Да. Вот. И если он там прокладывает маршрут, то это все будет продумано, все до мелочей. Самое это главное — безопасность же, чтобы не было несчастных случаев и так далее. И я думаю, что он был счастливым человеком, но он понимал, что он болен и тяжело болен. И эта болезнь осложняла ему, конечно, жизнь очень сильно. И из-за этого у него в начале 70-х была клиническая смерть, из которой его вытащили, остановилось сердце. Вот. Но тем не менее, жизнь он любил и умел получать удовольствие от жизни. Горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорог. Спины темные с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки, по дорогам, заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой.